Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Сегодня Международный день защиты детей. Главная цель праздника – заострить внимание общественности на реальных детских проблемах. На сегодня в республике доля детского населения составляет 27%, что выше среднего показателя по России в 21%. Как выстроена система заботы и защиты детства в регионе, мы узнаем у гостей студии Туяры Васильевой, уполномоченного по правам ребенка в Якутии. Туяра Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Какие положительные моменты вы бы отметили по детству в регионе? Республика сохраняет лидирующие позиции по рождаемости и занимает среди регионов Российской Федерации 7 и 8 места. А в регионах Дальнего Востока, среди регионов Дальнего Востока первое место. Положительные моменты в том, что у нас снижается младенческая смертность, количество абортов с 2015 года в женских консультациях и перинатальных центрах стали действовать кабинеты клинических психологов, и в связи с этим тоже в 2 раза снизилось количество отказов от новорожденных. Это очень хороший показатель. И помимо этого растет число многодетных семей в республике. На данный момент насчитывается около 33 тысяч многодетных семей. И помимо этого в республике уделяется очень большое внимание семейной политике, пропаганде ответственного родительства, материнства, отцовства. Выстроена целостная система поддержки семей с детьми. Буквально вчера стало известно, что население республики по данным Всероссийской переписи 2020 года составляет 996 тысяч человек. То есть осталось буквально совсем немного подождать, и, возможно, к сентябрю, по прогнозу, мы ожидаем появления миллионного жителя в нашей республике. Это очень такая позитивная новость. А какие задачи перед регионом ставят уполномоченные по правам ребенка Российской Федерации? Да, вот буквально 2 недели назад я приехала с Москвы, там состоялась рабочая встреча с уполномоченным при президенте Российской Федерации Марией Алексеевной Львовой-Беловой. Конечно же, она ставит такие задачи, как создание условий для счастливого детства. Первое – это создание территорий, пространств для подростков, молодежи, в котором они могли бы общаться, встречаться, заниматься какими-то новыми видами спорта, увлекаться творчеством, а также заниматься общественно полезной деятельностью и находить своих друзей по интересам. Помимо этого, конечно же, основным направлением является создание доступных условий для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Также профилактика социального сиротства, помощь семьям в трудной жизненной ситуации и сохранение ребенка в его кровной семье, а если это невозможно, то семейное устройство этого ребенка в приемную семью. И, конечно же, еще одним это является направлением создания комфортной, безопасной среды для развития наших детей не только в цифровом пространстве, но и везде, в каждом дворе. Сегодня состоится телемост с активистами детского движения республики. О чем будет разговор? Вот 13 по 15 мая в городе Москва состоялась первая встреча Федерального детского общественного совета с уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации. И приехали туда представители 82 регионов. Это дети председатели детских общественных советов, а также приехала девочка из Донецкой Народной Республики. Нашу республику представляла девочка-активист Мария Гущина. Она является
активистом детского движения города Якутска. И сегодня мы планируем встретиться с представителями, с активистами детского движения со всех районов республики, с города Якутска, обсудить как раз-таки создание детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в республике Саха-Якутия. Расскажем о том, как мы с Машей съездили на Федеральный детский общественный совет. Хотим объявить акцию, детскую акцию, которая называется «100 добрых дел», которая посвящена столетию Якутской ССР и Году матери. В ходе этой акции дети смогут, значит, дети это где-то возраст среднего и старшего школьного возраста, дети смогут помочь социально незащищенным слоям населения, это многодетным семьям, одиноким матерям, также семьям с детьми, инвалидами, а также ветеранам. Оказать посильную помощь таким семьям. А как, на ваш взгляд, должен отразиться на социальной политике региона Год матери? Ну, Год матери, он не только должен повысить престиж материнства, но и решить самые актуальные вопросы в сфере материнства и детства. Значит, глава Республики Саха-Якутия в 5-летний срок обещал устранить очередность по предоставлению социальной выплаты многодетным семьям с 5 и более детьми. Должны освободить от имущественного налога. Также будут предоставлены скидки для всех многодетных семей с 3-4 детьми в это учреждение культуры и спорта. А семьям, которые с 5 детьми, посещение будет бесплатным. Кроме того, в течение 5 лет будет начато строительство Центра помощи семье и детям в городе Якутске. Это очень для нас, для наших семей с детьми очень хорошее мероприятие. И сейчас, секундочку, можно, да? Да, конечно. Угу. Так, и, конечно же, женщинам создадут все условия, чтобы они проверили свое здоровье и могли освоить новые компетенции. А какие проблемы волнуют наших детей? Сколько ежегодно обращаются в Институт уполномоченного по правам ребенка республики? Давайте я открою статистику. У нас, значит, получается, вообще в республике действует... Я расскажу о детском телефоне доверия, который у нас работает с 2010 года. И за прошлый год поступило 1269 обращений от несовершеннолетних. В основном их причинами обращений являются детско-родительские проблемы в детско-родительских отношениях. Помимо этого, второй проблемой является проблема принятия себя, отношения с одноклассниками, со сверстниками и, конечно же, проблемы с учебой. Все эти вопросы решаются в ходе телефонного разговора, который анонимный, круглосуточный, и каждый ребенок может обратиться по этому детскому телефону доверия, рассказать о своих проблемах, и квалифицированные психологи, которые проходят очень тщательный отбор, помогут решить ребенку данную проблему. То есть эти данные можно назваться любым именем, можно назвать, можно свое имя и не называть. И эти данные нигде не фиксируются, телефонный разговор не записывается, то есть это все анонимно. То есть можно получить помощь? Да, можно получить помощь. Наш аппарат уполномоченного в основном обращаются тогда, когда уже нигде они не могут найти помощь. И за 2021 год поступило у нас 8 обращений от несовершеннолетних детей, и позапрошлом году 9. В этом году 1 обращение. Но тоже у нас статистика такая же, что в основном дети жалуются на недопонимание со стороны родителей и на конфликты со своими сверстниками.
В то же время все наши обращения связаны с детьми, поэтому именно от несовершеннолетних такое небольшое количество, потому что в основном обращаются, конечно же, родители, законные представители. Дорогие телезрители, на экранах вы видите QR-код, по которому можно узнать о мерах поддержки для семей с детьми. Так, продолжим разговор. А как в регионе выстроена работа с неблагополучными семьями? Ну, нужно понимать, что значит, неблагополучие семей прежде всего связано со многими факторами. Это в первую очередь социально-экономические, это значит низкий материальный уровень жизни, проблемы с жилищными условиями или их отсутствие, также психолого-социальные, медико-социальные проблемы. Если, например, есть инвалидность у родителя или ребенка, или какие-то хронические заболевания, или же если работа родителя связана с вредными условиями труда. Кроме того, есть психолого-социальные проблемы. Это когда существуют эмоционально-конфликтные отношения между супругами, между родителями и детьми, а также если есть факты жестокого обращения с детьми. И социально-психологические я сказала, да, и помимо этого, конечно же, проблемами является алкоголизм, наркомания и деструктивное поведение родителей. В этом случае все органы профилактики работают сообща. Это здравоохранение, органы социальной защиты, образование, комиссия по делам несовершеннолетних. Они выстраивают комплексную профилактическую и реабилитационную работу с такими семьями. Ведь ребенок, оказавшись в такой ситуации, он самостоятельно не может разрешить такую проблему. И, конечно же, все органы профилактики должны приложить все усилия, чтобы разрешить эту проблему и чтобы ребенок по возможности не испытывал такой стресс, помочь им выйти из этой трудной жизненной ситуации. И основная задача — это профилактика, именно раннее выявление неблагополучия семей, потому что тогда, когда семья имеет ресурсы для того, чтобы самостоятельно выйти из этой ситуации при помощи органов профилактики. И в завершении программы, как сегодняшний праздник организуют в районах региона? Конечно же, после 2 лет пандемии этот год будет очень широко отмечаться по всем районам республики. И на всех площадках детских, во всех районах, в городских округах будут созданы специальные территории детства, где будут проводиться конкурсы, игры, концерты, различные мероприятия, флешмобы. И всех детей приглашаем сегодня на Комсомольскую площадь, где сегодня с 10 утра состоится как раз-таки грандиозное празднование, которое продлится до конца сегодняшнего дня. Приглашаю вас всех. И хотела бы сегодня поздравить всех детей, родителей с праздником, пожелать им счастья, здоровья, благополучия, а детям отличных летних каникул, чтобы они набрались сил и исполнения их желаний, конечно же. Туяра Валерьевна, спасибо за беседу. Всех детей поздравляем с праздником, желаем счастливого детства. Оставайтесь на нашем телеканале.